В 1943 году был объявлен всеобщий траур. Вот он, символ нашей победы под Сталинградом, всемирно известный символ. А вот еще один символ нашей победы. Этого человека, возможно, узнает не каждый из вас. Героев Сталинграда среди наших земляков немало. Многие живы и поныне, но имя этого человека стоит все же особняком. Перед вами Гани Бекинович Сафиуллин, генерал-лейтенант, герой Советского Союза, герой Сталинграда, наш земляк. Его вклад в разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве сложно переоценить. Мы не сможем сегодня вспомнить обо всех героях, но об этом человеке вспомнить мы просто обязаны. Помним ли мы достаточно? Об этом Михаил Любимов. Стремительным наступлением, повернутым фронтом дивизии 18 января 1943 года была прорвана последняя укрепленная позиция противника перед Сталинградом. На участке Воропонова и до подхода к самому Сталинграду дивизия полностью разгромила 371-ю пехотную дивизию немцев. Захватила в плен штаб этой дивизии во главе с генералом фон Дреппе и полностью освободила Ворошиловский район города Сталинграда. Это слова самого генерала. Это его автобиография. Личное дело героя Советского Союза Гани Сафиуллина хранится сегодня в Музее Великой Отечественной войны в Казанском Кремле. Автобиографию героя полностью подтверждают благодарности, характеристики, многочисленные наградные листы. 38-я дивизия генерала Сафиуллина прославила себя именно под Сталинградом. Это она прорывала последние укрепления врага на подходе к городу, она захватывала штабы и освобождала целые районы. Именно Сафиуллин начал наступление ночью, за что его ценили солдаты. Он не гнал их на пулеметы днем и не заставлял орать «Ура! Вот он, я стреляй сюда!». У него все основные операции происходили мелкими группками ночью и брали как именно, как правило, спящими немцев. Личных вещей осталось немного. В Музее войны есть вот этот китель. Он настоящий, личный. Есть и еще один, вот он. Он находится в фондах Национального музея республики с 1974 года. Был передан вдовой почти сразу после смерти героя. Героев много, но такой вот у нас генерал. Один, и тем более такой полный комплект наград, это тоже уникальная коллекция. Орден Суворова второй степени, это как раз 43-й, это за Сталинград. Здесь же, конечно, и звезда героя, и медаль за оборону Сталинграда. Высочайшие награды страны. А из самого редкого и уникального, пожалуй, вот это. Это орден Британской империи, пожалованный Гани Сафиуллину самим королем Георгом VI. Принимая во внимание и оценивая ваши услуги в управлении воинским соединением, представляю вас к почетной награде ордену превосходительства Британской империи. И подпись? Подпись Георг VI. Говорят, героями не рождаются, героями становятся. Но ведь и герои где-то рождаются, и место, где они рождаются, во многом формирует их. Наверное, это замечательный факт, что будущий герой Советского Союза Гани Бекинович Сафиуллин родился не в Казани. В таком случае, возможно, он бы и не стал героем. И, во-вторых, в этом случае, наверное, 99% его земляков вряд ли что-либо знали о его славном жизненном пути. Слава Богу, что Гани Сафиуллин родился здесь, в деревне Старый Кишит Арского района. А значит, в нашей республике есть хотя бы один населенный пункт, где каждый житель прекрасно знает об этом человеке, знает во всех подробностях и делает все, чтобы его имя осталось в веках. Не так давно в деревне Старый Кишит открылся вот этот музей-усадьба героя Советского Союза генерала Сафиуллина. Ценность этого музея в том, что стоит он на том самом месте, где когда-то стоял родной дом Гани Сафиуллина, дом, где родился герой. Ценность его еще и в том, что он никогда не пустует.
Призывников перед отправкой везут именно сюда. Студентов местных колледжей также привезут сюда обязательно. И мимо не проедешь даже. Повсюду, на трассах, на проселочных дорогах, указатели через каждые 100 метров. Этот музей не для галочки. Когда молодые приходят к нам сюда в музей, смотрят и глядя только на эти пробитые каски, да, на эти котелки, которые насквозь пробиты, можно видеть, какое страшное сражение там происходило и какие жертвы принес советский народ вот именно в годы войны, особенно вот на этом сражении. Почему вот человек вышел из этой деревни, да, и стал героем? Просто так ничего не происходит, правильно, да? Та вода, которую он пьет здесь, та земля, по которой ходит, те люди, которые общаются, испытания, они все формировали личность героя, я считаю. И все должны знать об этом. Здесь, в Арском районе, еще есть с кем поговорить о великом человеке. О том, как будущий герой в 20 лет остался сиротой, покинул отчий дом и вернулся сюда только после войны. Вернулся, кстати, в Казань, где и прожил до самой своей смерти в 73-м. Гани Сафиуллин стоял у истоков ветеранского движения в городе, а жил он вот здесь, в центре города, рядом с Фуксовским садом. Здесь жил герой Сталинграда, а впоследствии Днепра, дважды раненый и дошедший до Праги со своим уже гвардейским корпусом герой Советского Союза генерал-лейтенант Гани Сафиуллин. Вот, что мы ожидали увидеть здесь. Но нет даже таблички на доме. Единственный памятник на Арском кладбище, надгробный. Слава богу, одно из предприятий Казани, как раз то, что организовало музей на родине героя, следит и за местом его захоронения. Сюда же имеют возможность прийти и родственники Гани Сафиуллина. У вас нет какой-то вот обиды, что, ну, не то чтобы даже памятника нет Гани Сафиуллину в городе, ну, даже таблички вот нет, даже элементарно на доме, где он жил? Очень даже обидно, конечно. Было бы хотя бы в Казани, центре столицы Татарстана, был какой-то музей или памятник даже, потому что это такие люди, они никогда не должны забываться. Они очень много сделали для Родины, взамен получаясь ничего. Ладно, слава богу, вот хоть улица названа. Мы на улице Сафиуллина находимся. Вы знаете, кто такой Сафиуллин был? Нет, не знаю, к сожалению. Сафиуллина? Нет. Не слышали ни разу? Ну, слышала, но вспомнить не могу сейчас. Живете здесь, да? Нет, живу не здесь. Улица Сафиуллина в городе Казани названа в честь легендарного героя Советского Союза генерала Гани Бекиновича Сафиуллина. Ну, разумеется, мы и не ожидали, и не могли ожидать, что большая часть тех людей, которых мы встретили здесь, на этой улице, расскажут нам о том, в честь кого она была когда-то названа. Можно, конечно, осуждать этих людей, а можно осудить и тех людей, которые называли, например, так улицу когда-то. Мне кажется, если бы эту улицу назвали в свое время не улицей Сафиуллина просто, а улицей Гани Сафиуллина, улицей генерала Сафиуллина, улицей героя Сафиуллина, то, наверное, значительно большее количество людей начали бы обращать внимание на то, что написано вот на этих самых табличках. А значит, и слово «Сталинград», «Сталинградская битва» в конечном счете стали бы значительно ближе каждому из нас. И вот почему мне кажется, что только сейчас наступает время, когда рассекречиваются эти документы на сайтах в интернете, в архивах, когда мы наконец-то можем поименно, с фактами, с цифрами в руках, наконец-то оценить вклад наших земляков, в частности. Нынешнее поколение – это первое поколение историков, которому предстоит написать историю Второй мировой и Великой Отечественной в ее полном виде. Вернуть нам эту историю? Да. 75 лет спустя. Мужество, говорил писатель Николай Островский, рождается в борьбе. Вы, ребята, должны горячо любить свою родину, свой народ. Ребята, учитесь и трудитесь хорошо. Учеба и труд – это знание, это счастье и победа. Михаил Любимов, Хамид Шамсеев и Андрей Мохов. 7 дней. Это все.